Более 2000 экземпляров пальм растет сегодня в Абхазии. Все они под угрозой уничтожения. Пальмовый долгоносик, а точнее его личинка, поселяясь в стволе, уничтожает пальму меньше, чем за год. 2,5 года назад обнаружен вредитель был в селе Цандрыпш. И уже тогда ученые стали говорить о возможном поражении всей республики. Но чиновники забили тревогу только сейчас, когда паразит добрался до столицы. В Сухуми всего около 400 пальм. 10 из них сотрудникам столичного коммунального управления уже пришлось срубить. На следующей неделе эта работа продолжится. Невооруженным глазом видно, что эта пальма, не один десяток лет служившая украшением двора сухумской администрации, погибла. Опавшая крона с лысиной в точке роста говорит о том, что в стволе поселился опасный паразит – пальмовый долгоносик. Так выглядит погибшее дерево. Также есть признаки, по которым можно понять, что пальма заражена, но лечению подлежит. Это перфорация на листьях. Но, как рассказывают специалисты, в Сухуми заражение и развитие долгоносика произошло стремительно, без этой промежуточной стадии. Эта весна у нас была достаточно теплая, ранняя, и лето было сухое, теплое, и весь этот период, весна-лето, позволил благоприятно распространиться этой личинке, размножиться до такого количества, что она смогла фактически уничтожить взрослую пальму, которая под 100 лет, за этот один сезон. Обычно такое не происходит. Михаил Кирия уверен, что сегодня личинками долгоносика заражены все пальмы, стоящие рядом с теми, что уже срублены. Поэтому для успешной борьбы с вредителем необходимо условно признать все растущие в Абхазии пальмы зараженными и лечить каждую. Наиболее эффективным и лучшим методом, который можно сейчас предложить, это тотальные обработки. То есть потенциально признать, что все пальмы они могут быть заражены этим вредителем и не дожидаться каких-то серьезных последствий в виде обвала этого дерева. Просто обработать подряд все деревья. На вопрос, почему борьба с долгоносиком и профилактика на зараженных им территориях не началась, как только стало понятно, что паразит обосновался в Абхазии, чиновники от экологии отвечают, что могут только истреблять вредителей, но никак не предупреждать их появление. В Сухуми пальмовый долгоносик появился только в этом году. Не имея объект борьбы, как можно бороться? А вот профилактически ради, конечно, сейчас надо все пальмы республики обрабатывать уже. Но теперь, по словам Читанава, нужно действовать оперативно. Хотя за неделю работы комиссии ее члены успели провести лишь инвентаризацию сухумских пальм. Не хочу быть пессимистом, но в то же время хочу сказать, что опасения достаточно серьезные. И все зависит, насколько оперативно мы будем заниматься этим делом. А оперативность здесь очень важна. В мире уже давно борются с пальмовым долгоносиком, поэтому схема лечения и профилактики заражения отработана. Необходимо 2 раза за сезон или минимум 6 раз в год ставить пальмам капельницы, пропитывая их пестицидом. Учитывая, что в лечении нуждаются около 2000 пальм, финансовые расходы будут большими. Речь идет о миллионах рублей, то есть пестициды достаточно дорогие. Все их нужно привозить, и времени как такового у нас на решение этой проблемы, на раскачивание этой ситуации, его практически нет. То есть если в самые кратчайшие сроки мы не начнем обработку, то мы будем просто наблюдать, как с повышением температуры по весне могут начаться обвалы пальм просто одна за другой. Чтобы помочь государству и рублем, и рабочими руками, активисты фонда «Горная Абхазия» запустили сбор средств на борьбу с пальмовым долгоносиком. По словам Тенгиза Тарба, все собранные средства они будут расходовать совместно с ответственными за борьбу лицами. Также они намерены помогать физически, если это будет необходимо. Уже мне пишут лично, не в комментариях, организации, которые готовы как-то поддержать большими суммами. И, естественно, мы будем напрямую общаться с Романом Саидовичем Дбар, мы будем с ним консультироваться, и мы будем готовы к любым формам. Непосредственно принимать участие в этих работах. И также, если вдруг такие средства будут собраны нами, то и передавать их для дальнейшей работы в других районах Абхазии. Частные лица уже сейчас предпринимают попытки самостоятельно лечить пальмы, растущие на территории их коммерческих предприятий. Например, владельцы ресторана «Гагрипш» закупили пестициды и начали обработку деревьев. Директор «Гагрипш» Инга Гицба уверена, что подобным образом должны поступать все, кто имеет такую возможность. Но без помощи государства им все равно не обойтись. Я, знаете, купила препарат, то, что мне посоветовал Роман Саидович.
мы этот препарат купили. Но еще сейчас приедут из Сочи специалисты. Я вот хочу с ними встретиться, чтобы они мне объяснили, что все правильно и все сделано как надо. И я надеюсь, честно говоря, что город, администрация и вообще наше правительство как-то, наверное, выделит деньги на лечение всех этих пальм. Пальмовый долгоносик – это довольно крупный жук. Он поселяется на макушке пальмы. Личинки забираются в сердцевину ствола, там ее питаются и окукливаются. Сквозь плотные стенки коконов пестицид может и не проникнуть. И когда придет время, из них выйдут взрослые насекомые, бороться с которыми можно с помощью феромоновых ловушек. Феромоновая ловушка представляет собой некий контейнер, в котором есть отверстие. Он прикапывается в землю, и в нем устанавливается специальный препарат, который нам привезли из Коста-Рики. А феромоновые ловушки они позволяют мониторить численность уже жуков взрослых и именно бороться именно на взрослой стадии. То есть все, что мы говорим про пестициды, это касательно личинок. Неуязвимость коконов позволяет пальмовым долгоносикам благополучно развиваться в погибших растениях. Поэтому, как рассказывают ученые, утилизировать срубленные пальмы необходимо особым образом. Желательно перед спиливанием дерева обрезать всю листву. Листва, она в принципе достаточно хорошо горит, ее можно сжечь. А сам ствол, пока он стоит вертикально, его необходимо обработать более концентрированным пестицидом, чтобы убить те личинки, которые в нем все равно есть. Даже если дерево мы спиливаем, этих личинок оставлять внутри нельзя. А дальнейшее, самый лучший вариант, который мы можем на сегодняшний момент предложить в наших условиях, это захоронение на полигоне в специально вырытых котлованах до 2 метров глубиной. То есть, чтобы вылечить пальмы и не допустить распространения долгоносика, необходимо обработать каждое растение независимо от того, здоровое ли оно, зараженное или уже погибшее. И на это требуются серьезные финансовые вложения по 3 направлениям – химикаты, техника и рабочие руки. В противном случае утрата будет одна, но невосполнимая – вековые пальмы Абхазии, без которых трудно представить образ черноморского курорта. Марьяна Котова, Сасрык Вагухава, Абаза ТВ.